сегодня у нас два удивительных, два замечательных повода, чтобы встретиться всем вместе в таком замечательном зале. Первый повод – это книга Елены Георгиевны «Слово и музыка». А второй повод, не менее значимый для нас, для всех, как, впрочем, и для Елены Георгиевны, это ее день рождения. Это вот третья книга Елены Георгиевны, рожденная у нас. И нужно сказать, что вот Елена Георгиевна – это уникальный человек, уникальный литературовед, я уже скажу, потому что никто из живущих в Удмуртии точно абсолютно не умеет сопоставлять, видите, музыку и слово, да, как это может делать Елена Георгиевна. И я очень бы вас просил, Елена Георгиевна, не останавливаться на достигнутом. Здоровья вам, любви и всего-всего. Елена Георгиевна Красновская, кандидат филологических наук, музыковед, заслуженный деятель искусств Удмуртской республики, член Федерации женщин творческих профессий, автор книг «Содружество двух муз», «Она явилась в мир как неземная и земная», публикаций в журнале «Италмас», «Луч». Женщина востребована в любой сфере искусства и культуры. В новой книге Елена Георгиевна продолжает разработку темы своих научных интересов, начатую еще в сборнике «Содружество двух муз». Исследует художественные миры удмуртских писателей с точки зрения взаимодействия в них слова и музыки в самых разнообразных аспектах. Живое древо общечеловеческой культуры, само развитие духовности общества, тех скреп, которые скрепляют это общество идеологически, морально, совершенно невозможно без таких краеугольных понятий, как литература и музыка. Сначала казалось, что было какое-то начало единения литературы, поэзии и музыки. Думаю, что не было ни начала этого единения и не будет никогда конца. Здесь есть какая-то тайна в проникновении музыки и особенно поэзии и музыки. И не надо эту тайну нам до конца вскрывать. Пусть она останется тайной. В этом тоже замечательная черта и сторона нашей жизни. Я почти процитировал одно ваше высказывание в вашей книге. Пусть останется тайной. Это совершенно необыкновенное взаимодействие искусства, поэзии, музыки и литературы. Искусство, в том числе и музыка, развивается по своим законам. Но оба эти закона очень часто пересекаются или идут очень близко параллельно. Мы знаем великолепные образцы, когда и музыка, и поэзия, и музыка, и литература шли и идут рядом. Надо сказать, что очень многие наши писатели-классики были одновременно и музыкантами, или поклонниками музыки. Я, например, с удивлением узнал, что Лев Толстой, который, хотя и был из хорошей дворянской семьи, граф, как вы помните, значит, его в детстве обучали игре на фортепианах, как тогда говорили в простонародье, но он очень слабо знал музыкальную грамоту, и тем не менее и он не удержался. У него есть несколько музыкальных произведений, в том числе и один вальс. И хочу отметить, что он его сыграл в присутствии Гольденвейзера, который его записал, аранжировал. И, конечно, это была не профессиональная деятельность Льва Толстого, но, тем не менее, это одна из сторон его вот такой натуры. Особый пласт – это творчество Есенина. Это что-то необыкновенное. Это, с одной стороны, вот я смотрю на инструмент, ну, если можно назвать гармошка, это не оскорбительно. Это залихватская игра на гармошке. Это цыганская гитара, берущая за душу. Это мещанский романс, это городской романс.
это плачущая флейта, это, как говорили тогда, кабацкая музыка. Но это все было. И это нельзя выкинуть из нашей истории. И это тоже было единение слова и искусства, поэзии и музыки. Процесс единения науки, литературоведения, имею в виду, поэзии, искусства, музыки, он, конечно, бесконечен. И здесь огромную роль играет работы Елены Георгиевны, ее книги, ее подвижническая, просветительская деятельность. Когда-то были и концерты, которые она вела. Когда-то были и лектории. Это было прекрасное приобщение всех нас к искусству. Книга создавалась в течение 6 лет, и она уже как-то отошла от меня, и я должна сейчас к ней снова легко вернуться. В промежутках между содружеством двух муз и вот этой книгой «Слово и музыка» мною были написаны, я бы так сказала, 2 повести. Одна и вторая связаны с благотворительными концертами поэзии Любови Ивановой. Мне посчастливилось выступать ведущей, я учила ее стихи, и обратила внимание, что в идеале, если бы каждый поэт имел возможность вот, пригласить творческую группу, чтобы работал экран, и чтобы современные композиторы тут же писали музыку на стихи, скажем, ораторию, романс, поэму, это было бы замечательно, потому что поэзия совершенно по-другому бы воспринималась. Вот об этих творческих вечерах и о тоже музыкальной поэзии написано 2 книги. Обе книги, связанные с удмуртской литературой, создавались под большим влиянием Зои Алексеевны. Она, во-первых, меня поверила, и она понимала, что эту тему надо разрабатывать. Она всячески меня поддерживала и вселяла уверенность. И потом я знала, что я ей принесу, покажу, она прочтет, это тоже очень важно. Потому что я как варяг, я пришла из музыки и литературы, это всегда немножко опасно и страшновато. Потому что есть своя каста литературоведов, критиков, а ты вот со стороны. Это всегда какой-то испуг внутренний, это какая-то сжатость. Потому что не моя территория, но я вроде туда подступаюсь. С другой стороны, если ты пришел из другой профессии, есть в этом и плюсы. Я помню, когда мы с Ванюшевым общались по поводу Верещагина, это его тема и докторской диссертации, он говорит: вы знаете, я ничего не увидела из того, что вы написали, а мне Зоя Алексеевна подсказала 2 поэмы Верещагина, такие немножко назидательные, но хороший стих и размер Евгения Онегина, как у Пушкина. И вот он замечательную выпустил методичку, объемную такую, все он учел. Но вот какие-то были вкрапления музыкальные, он их не увидел. И я поняла, что это естественно, потому что глаз замыливается, ты в своей профессии, ты в своей только специальности, а вот человек из другого мира, он немножко по-другому это воспринимает. Это счастье, когда писатель дает тебе возможность вот погрузиться в его музыкальный мир. Я знаю, что у Читкарева, я убедилась в этом, это не как у Ар-Серги, интеллектом привнесенная музыка и возможность продемонстрировать свои познания, а это глубоко органичная музыка. Она является лейтмотивом. Вообще его рассказы можно рассматривать как симфоническую поэму с системой лейтмотивов. Вот песня отца она пронизывает, она каждый раз видоизменяется. Потом удивительно, у удмуртских писателей они всегда выводят главного героя, он непременно, если он положительный, он наделен талантом певческим. Это обязательно характеристика его голоса, это даже просто разговорного, обязательно обозначается тембр. Если взять Гаян Коновалова, то там каждый персонаж, он обязательно интересен, это яркая личность. И часто очень встречается, как вот в опере, например, даже в тяжелых таких трагических моментах, если взять Кармен или Сельскую честь, там есть интермедии, перерывы между взрывом трагического такого всего, очень яркой вспышки горя, страданий, вот на сломе человек своих эмоций. Но обязательно между этим звучит вот эта пауза отдохновения, народная песня. Вот вроде бы она тут и не нужна, но как это правильно подается. Поэтому, с одной стороны, это условно, вот все ведь существовало вместе, мы этот период не застали, музыка и слово, и искусственное разделили, но как много общих моментов в жанровом плане.
Вы знаете, есть, вот насколько генных перевозчиков кажется немножко сухой такой писатель, очень такой вот вещь в себе. И тем не менее, у него есть внутренние монологи героя, в котором есть явно черты такой сложнейшей формы музыкальной, как фуга, и там тоже это присутствует. То есть вот звучащий мир природы и талантливость героев, которые поют, пляшут, сочиняют, импровизируют. Очень много в литературе Удмуртии показано таких творцов, которые великолепно владеют баяном, аккордеоном, скрипкой, кубыс, ну, многими инструментами. И вот все-таки это очень обогащает внутренний мир героя, это обогащает и нас. И повествовательное пространство, оно такое объемное, оно такое яркое, оно такое возвышенное. Потому что это вот не та сухая проза, когда мы читаем, да, есть диалоги, есть ситуации, есть развязки, внутренний мир героя, но песня, вообще владение инструментом, понимание природы вот этого инструментального творчества, оно есть у писателей. И думаешь, как хорошо, что у тебя такая возможность это все подсмотреть. Не знаю, будет ли продолжение, потому что, мне кажется, может быть, эта тема уже закрылась, надо что-то новое искать. Ну, вместе с тем случилось, и я очень рада. Я, конечно, выражаю огромную благодарность издательству «Удмуртия», такой поддержки, какую я получаю, такое приятие. Ну, это просто удивительно. Ну, вот мне повезло, за что только не знаю. Я выражаю глубокую благодарность библиотеке национальной. Я с детства в этой библиотеке, я настолько ей предана, я уже других никаких не знаю, только с вами. И это всегда подготовка к концертам, к радиопередачам, это тоже десятилетие. Я выражаю глубокую признательность своим коллегам. Это все очень талантливые люди, большой одаренности в разных областях, поверьте, и поют, и сочиняют, и творят. Это и связано и с живописью, это связано с их педагогикой, с тем, какая в них энергия творческая, как они могут перевоплощаться. Все это у вас есть. Огромная благодарность всем присутствующим в этом зале, членам Федерации женщинам творческих профессий, ученым, филологам, всем тем, кто пришел сегодня. Вы нашли возможность и время. Я очень вам признательна.